утро! Сегодня 24 июня, и мы в лагере волонтеров. Начинаем работу на маршруте. Кэмп-лидер отряда «Валерия» проводит краткую экскурсию по лагерю. Пока здесь только 3 палатки, но уже к вечеру будет значительно больше. Быт волонтеры уже обустроили: кухня, беседка, очаг и крыша над головой. Этот стол в шутку называют международным. В прошлом году его смастерили иностранцы – немец, финн и швейцарец. Обустраивать маршрут Северный Урал начал еще в 2016-м. Каждый год здесь работали примерно по 40 человек, и все только на деньги волонтерского отряда. В этом году повезло больше, 5 миллионов уже получили из президентского гранта, еще столько же ждут в 2021-м. Вот эта тропа, эта грязь скоро зарастет, потому что по ней не будут месить грязь и ходить туристы, кто бы то ни был. И медведи. А для медведей удобно? Медведи в заповеднике ходят по нашим мостам. 1700 метров мостовых переходов от реки Печоры до середины маршрута. Столько сделано за последних 3 месяца. Работы вели по 12 часов с 6 утра до 6 вечера. Наматывание вот этих кругов туда-сюда по 30 километров в день с весом. Вот. А дальше забиваем сваи, укладываем лаги на эти сваи, забиваем ступеньки. Тяжелая работа, тяжелый труд, но тем не менее, когда ты понимаешь пользу этого труда и видишь, как все, зарастают эти тропы, болота осушаются, это здорово, и хочется продолжать работать. Результат налицо. Заболоченные дорожки обрастают зеленью, а дорога по мосткам теперь занимает времени в 5 раз меньше прежнего. Туристы не вытаптывают тундру, они идут именно по мостам. И те вещи, которые были в том году просто болотами, они начали уже зарастать зеленым покровом. И мы вот просто идем по мостам уже построенным и видим, как начинает расти на старых тропах мох, стали расти какие-то первые растения. На наших мостах уже отдыхают местные жители. Местные жители – это белки, птички, какие-то там горностаи. В 2016-м, когда волонтеры начали облагораживать заповедник, официально туристов сюда не пускали. Тем не менее, желающие увидеть одно из чудес России съезжались со всей страны. Устраивали нелегальные места стоянок, оставляли после себя кострища и мусор. Зло для природы – это что? Зло для природы – неграмотное отношение человека. Счастье для природы – это тишина и покой. Или отсутствие человека? Не обязательно. Человек помогает природе в том числе. Важно сохранять природу, особенно сейчас, в 21 веке, когда многие ее не берегут, оставляя за собой кучу мусора, грязи. А здесь на протяжении 5 километров не встретишь даже ни одного окурка, и это очень радует. Вот уже несколько лет дорога на плато открыта для 1500 туристов в год. Научный совет заповедника планирует повысить квоту посещения почти в 3 раза. Желающих увидеть легендарные столбы выветривания теперь будет точно больше, ведь путь к болванам уже не преодоление себя, а наслаждение уникальным ландшафтом, что важно, без вреда для самой природы. Александра Головина, Любовь Лапина, Павел Ившин, Олег Юшков, телеканал Юрган.